Здравствуйте, уважаемые бишкекчане. Вот уже почти 3 недели наша столица, город Бишкек, живет в условиях чрезвычайного положения. Безусловно, жизнь горожан осложнилась рядом неудобств, связанных с введением разного рода ограничений. Запрещено, например, передвижение общественного транспорта. Многие учреждения и предприятия сферы услуг остаются временно недоступными. Прошу вас, уважаемые граждане, отнеситесь ко всем этим временным неудобствам с пониманием и осознанностью их необходимости для обеспечения вашей личной безопасности и вашего здоровья, ваших близких и родных, соседей, друзей и всех, кто вас окружает. Комендатура города Бишкек в тесном взаимодействии с государственными и муниципальными органами, гражданским сообществом и общественным объединением принимает все возможные меры по оптимизации деятельности государственных и муниципальных органов на территории города Бишкек с учетом предложений и замечаний, поступающих от наших граждан. Хотелось бы отметить, что угроза коронавирусной инфекции приобрела мировой масштаб. Никогда прежде мы не сталкивались с такой тотальной угрозой у себя дома, и наша общая задача сейчас оградить наш дом, наших родных и близких от этого зла. Наши медицинские работники, сотрудники правоохранительных органов, военные, работники социально-экономической сферы и многие наши сограждане, невзирая на угрозу жизни и здоровья, выполняют свой служебный и гражданский долг перед обществом. Я прошу всех, кому не безразличны здоровье и жизни наших граждан и безопасность нашего государства, объединиться в борьбе с коварной угрозой. Уважаемые горожане, призываю вас к проявлению выдержки и гражданского самосознания. Уверен, если мы консолидируемся и объединимся, то сумеем в кратчайшие сроки избавиться от этой напасти. Наша общая цель – безопасность нашего народа. И мы все вместе объединим наши усилия, обязательно этой цели достигнем. Уважаемые горожане, буквально несколько дней назад я озвучил проблему, по совершенному преступлению кражи на пересечении улиц Абдрахманова и Бакамбаева. Хочу вам доложить, что вчера в ходе активного комплекса поисковых и оперативно-розыскных мероприятий сотрудники службы криминальной милиции УВД Свердловского района и ГУВД города Бишкек вышли на след предполагаемых преступников. При реализации оперативной информации были задержаны подозреваемые 1997 рождения МК и 1990 года рождения ЖК, и доставлены в следственную службу. Где в порядке статьи 98 УПК Крымской Республики удовлетворены ИВС ГУВД города Бишкек. В настоящее время ведутся следственные действия, оперативные мероприятия по установлению возможной причастности задержанных лиц к другим преступлениям. Уважаемые горожане, еще раз хочу повторить, что комендатура города Бишкек, все государственные органы города Бишкек работают во имя вашей безопасности, вашего здоровья практически круглосуточно. Еще раз хотел бы озвучить несколько вопросов, которые наиболее, нам задаваемые по нашей горячей линии. Проезд жителей новостроек для закупки продуктов и посещения банков для осуществления перевода или его получения затруднен. Еще раз хотел бы вам сказать, что с прошлой недели мы организовали выездные кассы коммерческих банков в новостройки, которые выдают пенсии, осуществляют переводы из-за границы и выдают наличные нашим гражданам. В этом никаких проблем не имеется. Много бездомных, не соблюдающих комендантский час. В данном случае даже лица без определенного места жительства соблюдают правила комендантского часа. У нас существуют специальные приюты, такие как, например, Коломто для бездомных, где они могут пережить время комендантского часа и переждать эти ограничения. Работникам ТЭЦ, теплосеть, Бишкек-водоканал и так далее невозможно попасть на ночные смены. Пропусков на все машины не хватает. Еще раз повторюсь, нами было предписано, данным предприятиям организовать доставку
трудовых коллективов на место работы. Очень много вопросов, которые одни и те же вопросы задают. Вопросы заполнения путевого листа на транспортное средство для весенне-полевых сельскохозяйственных работ. Я тоже в этом не вижу никакой проблемы. Значит, от руки, в произвольной форме, самое главное указать, с какой целью выезжаете, и, значит, приложить туда необходимые документы. Вот. Спасибо за внимание, уважаемые горожане. Я еще раз хочу заявить, мы заботимся о вас и о вашем здоровье.